Дорогие друзья, мы находимся в гостях у известного мастера не только у нас в республике, но и в России. Это Саргылана Миронова. Сегодня она нас познакомит с одним из направлений своей работы. Саргылана, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, сегодня мы будем изготавливать цепочку для очков. Очки мы декорируем не только для того, чтобы подчеркнуть свой стиль, свою индивидуальность, но и добавить нашим очкам функциональности. Так ведь? Ну да. Из чего выполняют цепочки сегодня? Первые очки с цепочкой появились еще в Средневековье. Но если посмотреть по истории, вообще по развитию вот этого аксессуара, как он развивался, как он трансформировался, если посмотреть советские фильмы про XIX век, про XVIII век, можно увидеть, как герои фильмов носят пенсне. У пенсне не было дужек, поэтому роль, как бы именно вот функциональная роль вот этой цепочки была как раз-таки в удобстве, как можно было носить и всегда иметь под рукой вот эти самые очки. Сегодня очки превратились не только в тот предмет, с помощью которого корректируется зрение, но и еще с помощью вот этих цепочек различных можно подчеркнуть свой стиль, свою индивидуальность. Так ведь? Да. Скажите, из каких материалов вы изготавливаете свои цепочки? Цепочки. Я, как бы как начала увлекаться вот именно бисером, да. Сначала у меня были именно украшения национальные, да, в якутском стиле. Потом я познакомилась вот именно бисером, бисероплетением, вышивкой бисером с помощью еще с использованием крошек натуральных камней и сколов. И потом вот как-то пришла идея, что его можно как бы использовать, сделать вещь полезную и при этом нужную еще и стильную, вот как цепочка. Вот у вас Вот, сегодня да. очки. Вот, например, это моя первая работа, экспериментальная, можно сказать. Тут сколы, мелкие сколы, да, я их уже ношу. Ну, это видно, что да. натуральные камни, Да, и бисер. что использован бисер. И Очень красиво, я очень изящно. третий год ношу, с ними ничего не происходит. Можно вот так носить, да? А можно вот так во время работы, и когда вот как бы нужно снять очки, вот так вот, да. То есть она они как бы никуда полезная, да. не потеряются, Не нигде, потеряем как бы очки. можно их Руки свободные, всегда, да. под рукой очки Да, при этом. под рукой. И То вот есть я очень решила потом, подумала, что можно и разнообразить, да, вот у нас же камней великое множество разных, да. И вот тут Недаром у меня наш есть, регион кладовая. да. Вот тут обсидиан есть, розовый кварц есть, аквамарин есть, вот это коричневый авантюрин, тут тигровый глаз, и вот это сахарный кварц тут даже есть, да, вот эти бусинки. Разноцветие. И перламутр, тоже зеленый, синий, Ну вы как натуральный. хозяйка Медной горы. У вас просто залежи, наверное, вот этих крошек различных Да, камней. крошек у Где меня вы много. покупаете сырье? Вот тут есть даже вот, это что у нас? Красный, как это? Коралл. Да. Вот у меня заготовочки, да. Вот, То есть вы покупаете их, да? да, заказываю, покупаю. Продаются они в виде нити нанизанной, да, и бывают очень разные, да, их надо. Это в магазинах для рукоделия или Ну, где-то? у нас в магазинах для рукоделия тоже есть, но я заказываю в Москве, у индусов, у них больше выбор. Вот самые разнообразные, да, вот последние у меня. Что это за камень? Можно его потрогать? Ой, вы знаете, вот такой Синий. очень красивый, просто я обожаю синий цвет, Да, это вообще. глубокий синий. Глубокий синий, он похож на наш чароид. Вот я бы так сказала. Немножко. Нет? Чароид, он более такой, сиреневый. да, такой. сиреневый. Вот это что это типа за камень? опала. Или вот
это я точно не могу вспомнить. Мгм. Вспомню, Ну, вот здесь, скажу. может быть, Да, вот нет, здесь там нет. цена. Вот видите, как они играют. Да, Мне очень очень нравится красиво. вот серый. Это разновидность, по-моему, агата. Мгм. Вот. И попадаются прозрачные, либо более матовые, либо вот округлые. И они, видите, как играют. То есть это натуральные и Все, чисто все природные. натуральное, да. Все краски природы вот в этих камнях они собраны. Вот это полосатик, по-моему, называется. То есть, ну, тут это тоже. Ну, у вас вообще целый Да, у меня много. склад. У меня много. Мгм. Э, Как это, как забыла, я тоже Ой, вспомню. голубой камень. Это, Да. это, кстати, мой камень моего знака. Нет, как же он называется-то? Ой, сейчас Яшма? вспомню. Нет, Нет, яшма. не яшма. Нет. Яшма, вот она, вот здесь остаток яшмы, вот яшма. Зелененького Но яшма цвета. тоже разного цвета бывает. Да, Да. оказывается. Вот и она зеленая. зелёные. Да. У меня вот яшму забрали. Мгм. Вот. Вот это гранат. Ага. Какой красивый. Ой, какой красивый. Да. Это же этот, как, ой, запамятовала, очень бирюза, Бирюза. очень известный камень. Ну, в общем, все мы перенесли ковид, и у нас проблемы с памятью. В общем, да. Тут, в принципе, у меня очень много, если все показать, тут очень много времени займет. Ну, как бы все оттенки, которые ну, вот в природе есть, это лунный камень, есть еще у меня и жемчуг. В Горный общем, хрусталь, наверняка. горный да, хрусталь, есть? да, горный хрусталь есть тоже. Вот. А сегодня приступим, да? Да, приступим. А с чего мы начинаем? Какие инструменты нам необходимы для того, чтобы изготовить вот такую вот цепочку для очков? Сегодня я хочу поделиться, ну, покажу, да, вот что нам нужно и как получается, как это, ну, такая цепочка. Вот решила сегодня вот это аметист, сиреневатый, цвет сезона, можно сказать, да? Да, Бери-пери. очень модно. Да. И поэтому я подобрала соответствующий бисер. Бисер у меня чешский и японский, да? И нужно взять именно разного размера и разной фактуры. Потому что бисер бывает прозрачный, либо матовый, либо вот изнутри светящийся, да, ну вот как бы с блеском. Вот это у меня 6-й размер, 6-ка. Вот это вот как бы, ну, по тону подходящий нужно подобрать. Это прозрачный, но он как бы с оттенком сиреневого, тоже красивого. Размер какой? Размер тут 10-й. Вот эта 6-ка крупный, потому что нужно вот, чтобы он, если разный размер бисерин, он смотрится намного интересней. А вот мне интересно, вот раз 10-ка, есть у вас вот это 6-й размер, да, вы сказали? 10-ка, 6-ка. А как вот на одну нить можно нанизать и камень? У них же все отверстия разные. Как вот в этом? Ну, примерно они одинаковые, да, и специальная иголка для бисера и мононить. Покажу, туда все пролезает. Вот это вообще очень хорошая и дорогая, вот дорогой бисер фирмы Делика, это японская. Тут 10 грамм стоит, это еще старая цена, 180, 10 грамм. Ну, тоже по свету подходит, она матовая, она мелкая. И вот она тоже по свету подходящая, да, немножко вот, ну, вот более блестящая. Ну, гармонирует, да? Да, Делика тоже, размер 11, еще мельче. Вот. И вот эта вот 8-ка. То есть бисеры все разных Да, размеров? и она более такая квадратная, не круглая, но она по свету очень оживит вот камень аметист. Подчеркнет, наверное, Да. да? И его из красоту? этих вот разных бисерин, разного размера и разного оттенка мы делаем как бы ассорти, салат, да? Самая приятная часть, ничего сложного нету в этом пока что. Вот такой вот ассорти делаем, то есть все высыпаем, ну вот, Смешиваем. да, немножко
не так много. Смешиваем. Вот так вот смешиваем, чтобы вот тут еще, что мне нравится, да, вот когда мы нанизываем на нить, там буквально вот происходит этот, ну, как попадется, никаких правил, то есть как бы полная импровизация, и вот как они То есть не нужно считать. да, за светлым, Да. темное или А вы вот мелкое. математик все-таки, да? Да. Вам это не мешает, ведь вам же нужно Нет, как-то вот нет. по каким-то Но правилам, по я, какой-то схеме. да, конечно, соглашусь, есть схема, есть правила, но есть среди этого, ну, я как бы и математик, при этом как бы творческая личность, и вот то, что вот именно разноцветное, да, но при этом, чтобы оно подходящее подбирать, это вот как бы очень увлекает. И ну, как бы нет правил, но есть, ну, как бы, чтобы они по свету, по оттенку подходили. Ну, в принципе, Вот можно самое и главное другое, да, правило в да, этом деле. да, да. Как говорится, по идее, по вкусу, да, у всех разный вкус, на свет и вкус Ну, лучше, да, фломастера лучше, разные, но нужно, чтобы, изделие да, было таким по цвету гармонировало, конечно, да. Каждый камешек, каждая бисеринка. Вот я основное показала, вот, да, вот. Самое главное это вот то, что нужно, это у нас материал, бисер и вот И камни. камни, природные да. камни. Теперь Еще раз, инструмент. камни какие у Еще нас? Аметист, да, вы аметист. сказали? Аметист вот разное попадается, да, вот Ой, какая сиреневое, красота. светлое, да, более темно-сиреневое, прозрачное. Вот это аметист. Очень нежный камень. Да. А еще я забыла, вот обязательно я применяю еще не только бисер, да, а это бусины. Они вот граненые, и за счет того, что они граненые, они вот блестят, сверкают, играют и придают тоже вот как бы шарма немножко, да. Ну, И начнем? тоже размер разный. Бывают биконусы, ну, кто увлекается бисером, они в курсе, знают. Так, теперь инструменты, да, нам обязательно нужны будут Ножницы. ну, ножницы, спицы тоненькие. Крючочек. Ой, крючок. Аж оговорилась. Крючок тоненький. Тут 0,9, 0,8, 0,6 бывает, да? Ну, вот тонкий, для чего покажу. И основной у меня тут 2,5, тройка, да? Вот. Ну, у каждой рукодельницы вот должен быть такой набор, да? И обязательно вот карабинчики маленькие, да? Карабинчик. Что еще? Вот иголка, собственно, для Специально нанизывания, для бисера, да. Бисерные иголочки, Ага. оказывается, И есть. мононить 0,2 миллиметра. Можно 0,15, но 0,2 более прочная. Вот. И еще, еще нам нужны будут резиночки. Это для душек, да? Это для душек. Нужны будут серебряными, потому что вот золотыми здесь не очень подойдут. Больше подойдет серебро. Так, а где он у меня? В общем, найдем. Был он у меня тут. В общем, такие резиночки нужны. Ну, можно черные с серебряным, а можно и... Ну, белые у меня есть, я найду. Так, вот, начнем. Значит, вот сделали ассорти. Берем мононить, иголку. Какого Вставляем. размера у нас будет наша цепочка? Ну, стандартная это где-то 74 сантиметра. Не очень длинная, ну, как бы. А где-то я читала, что метр нужен. Ой, Слишком метр это длинно, да? слишком будет. Неудобно будет. Неудобно. Вот у меня 74. То есть на уровне Мне кажется, груди. самое нормальное, да. Зачем вот так сильно? Вот, Неудобно будет мешать. да, нанизываем, ну и вдеваем вот этот мононить и не отрываем. На катушке. у На нас. катушке, да. Вот, и просто начинаем. Собирать. Сейчас тут немножко надо высыпать.
Ой-ой-ой, улетела. Так вот. А когда вы начали заниматься рукоделием очень плотно? Ну, понятно, что вы этим увлекались, наверное, и Всегда, со но студенческих лет, может быть, с детства. с детства я вяжу. Вязанием занимаюсь лет с 10. Ну, мама наша была народным мастером, да, и Ну, мы конечно, было у всегда кого вот, да, поучиться. она и вышивала, и бисером вышивала, и, ну, все умела. И вот мы, видимо, ну, вот как бы это передалось от нашей мамы. Так, берем и вот прямо начинаем просто вот нанизывать, да, как попадется. 3-4 сантиметра. Прямо вот так вот делаем. Что попадется, то Да, и что берем. попадется, то и берем. Ой, Там не как надо интересно. сидеть, там считать, там Какая еще что-то. технология. Да, тут вот могут и рядом одинаковые, могут и разные, ничего Ну, страшного. как, Да, в общем, так вот распорядилась надеваем. Да. Вселенная, так мы и берем. Вот 3-4 сантиметра и берем Камешек. камешек. Тут они с дырочкой. Вот так вот. Ну, надо же. Вот. Вот удивительно, что И размер опять вот у так. бисеринок у всех разный. Да. И шестерка И есть, вот дырочка при этом, да, десятка. попадает. Да. Да. И все-таки действительно, оказывается, иголочка для бисера, она Вот. очень такая. Вот как попалось, да, вот. Мгм. Абсолютно вот хаотично, как попалось, так и идет. Вот этим, наоборот, он как бы мне А обычной иглой больше. нельзя так сделать? Нет. Только вот. Ну, тоненькая нужна для Ну, да, бисера. да. Бывает, специально продается для бисера. В магазинах у нас сейчас все есть. Вот, взяли. Теперь мы можем взять граненую бусину. Вот. Одну, да? Я его отдельно, потому что она может там как бы очень часто или наоборот, ну, попадаться по-разному. Поэтому она крупная, вот как То есть ее крошка. пореже мы ставим, да? Да, и поэтому она отдельно. Потому что Не есть в риск, ассорти, что да. она попадет Ага. в несколько бусинок. А нам Вот это тут не видно, нужно. да, вот Мгм. эти примерно Да. одинаковые. Ну, не обязательно, чтобы там 3 точно сантиметра. Разное может быть. Вот. Ну, примерно 3-4 сантиметра. Сколько нанизается на... Где-то, Зайдет на ну, иголочку? нет, вообще. Ну да, сколько. Чем длиннее, тем, ну, как бы удобнее, по идее, иголка. И нужно, чтобы вот эта посуда, да, было удобнее вот так Да, набирать. чтобы посуда у нас была такая достаточно широкая, блюдце наши, Да. блюдо небольшое. Все это для удобства. Да, вот так вот. А вы работали раньше где-то на предприятии, да? А потом Да. все-таки ушли вообще в сферу творчества. Почему так произошло? Ну, я по специальности говорила, да, уже я математик. В школе работала у себя в Сунтаре в селе Эльгей. 9 лет работала в школе математиком. Потом переехала в город, это 90-е годы уже. Переехала в город, и тут я получила вторую специальность и устроилась работать в страховой сфере. Вот. И работала больше 20 лет, по-моему, да, в страховой сфере, разных страховых компаниях, начиная от НСК «Аргос», Росгосстрах, да, потом в «Аргосмедстрахе» работала и в «Стерхе». Вот. Потом, ну, после того, как, ну, это года, вот как раз перед пандемией, да, ага, у нас вот и по работе, ну, как бы предприятие, ну, начались определенные обстоятельства, и, ну, и я так подумала, чем дальше, ну, мне уже, я пенсионер давно, и так подумала, как-то в один прекрасный день пришло такое решение, что мне надо, ну, как бы уйти, хватит работать, решила заняться своим делом. Не стала искать работу, хотя у меня ребенок маленький, да, как бы постоянный доход нужен, но почему-то вот пришло Всё-таки вы такое решили. решение, и как-то
как-то все прояснилось, и я успокоилась. Я не стала там дергаться, что-то искать другое предприятие, хотя с моим резюме я бы могла найти. Вот, и решила заняться как бы... Я вот не думала, что я вот сразу буду вот только творчеством, потому что на одном творчестве далеко не уедешь, но как-то так само пошло. Потом как раз началась пандемия. Вот. И, в общем, ну, 2 месяца, да, вот после работы, после того, как я ушла с работы. Раньше-то я вот, ну, всю свою сознательную жизнь работала, получается, там, от и до, от звонка до звонка. Домой приходила в 7 в лучшем случае, иногда, ну, 8. Вот, и после, вот ушла, 2 месяца дома посидела, мне очень понравилось, какая-то свобода, отдохнула и более вот плотно решила начать заниматься вот как бы бисером, кроме вязания, творчеством. Прошла курсы разные, да, обучающие курсы через интернет. Ну, кроме этого, так как я вот математики, еще у меня высшее финансовое образование, я финансами своими личными решила там заняться, да, то есть финансовая грамотность, и тут как-то... в наше время это очень Да, очень актуально. Я свои доходы, расходы посчитала, какие у меня доходы, какие расходы, что еще можно сделать. И где можно как-то да, ужаться, да, что-то да, как-то да, да, сэкономить. где-то экономить, чтобы расходы уменьшились, доходы. Доходы-то не увеличиваются, когда уходишь с работы, Ну да, да. но в принципе я так посмотрела, справились. время такое, что как раз пандемия, да, там онлайн, там очень много можно и самому учиться, и обучать. Почему нет, да, и я решила над своим контентом поработать. Вот. И я, кроме вот бисера, занимаюсь, ну, вот как бы вяжу много. Это мое первое увлечение. Вот. И параллельно я начала заниматься инвестированием. Изучила, что такое инвестиции. Ой, Вот. ну для кого-то это еще такой темный Да, лес. да. Это достаточно интересно, да? Очень И интересно, и полезное я обучилась умение. тоже, да. И через биржу спокойно сейчас. Ну, вот спокойно до определенных обстоятельств. Вот недавно у нас произошли события, никто не ожидал, да? До этого я через биржу покупала, ну, продавала все устаканится. ценные бумаги на фондовой бирже. Вот, работаю и параллельно сижу на бирже. То есть как бы вот так вот это как бы это проходит мое время, Вы и я, занимаетесь и творчеством, и да, одновременно вы я не как-то работающий себя... пенсионер, но и как бы творчество, и плюс еще инвестированием занимаюсь, то есть времени у меня, могу сказать, ни на что не хватает. Ну, надо же. При Полностью, этом, да? да, полностью я занятый человек, можно сказать. Ну все, вот и всё. достаточно. Вот мы набрали примерно 70 сантиметров. Ну, даже больше. Вот такая у нас получилась Да. линия. Мгм. Тут Цепочка. можно если останется, на вторую пойдет, да, поэтому примерно там набрали 70 сантиметров. Сейчас, я так полагаю, самое важное теперь приделать ушки, да? Или Карабинчик, да. Вот, вытаскиваем ниточку, иголочку, берем тоненький крючок, берем карабинчик, ну, нормально, пролезает. Главное, что пролезал. Угу. Кончик мононити. Отверстие маленькое. Тут оставляем сантиметров 20, чтобы потом кончик спрятать, ну, чтобы оно не разошлось. Ну, тут немножко такая работа тонкая. А сколько вы сделали таких вот цепочек за Ну, я не время считала, как бы. пандемии? Наверное, прям вот десятки и десятки, да? Это Ну, популярно вообще? Вам заказывают? Или вы готовите, потом Нет, как-то я... фотографируете, Да, да. показываете людям? Я Именно заказы заказ. не беру. То есть вы сами Да. предлагаете то, что? что уже готовое изделие. Готовое изделие, да. А Потому что насколько популярно? когда заказ, у меня как-то творчество не очень
То есть начинает вы это. уже, да, вы уже какую-то Да. ответственность такую прям чувствуете, что а вдруг не понравится, да, заказчику. Ну, А да. здесь это ваша фантазия чисто. Я как хочу, так и делаю, как Мгм. мне понравится, как мне подходит, так и собираю. И потом понравится, если люди покупают. Мгм. Уже вот сюда. И вот я прикрепила Мгм. карабинчик. Так, прикрепила. Перехожу на основной крючок. И закрепляете, да, вот этот Закрепляю, узелочек. да. Мгм. Ой. Главное, чтобы у нас вот эта наша конструкция не Да. порвалась, Да. не распустилась. Да. Поэтому это очень важный такой этап работы, Мгм. закрепление Ну и карабина. начинаем. Вот кто умеет вязать крючком, тут ничего сложного нет. Ну, наверное, да. Каждая хозяйка хоть раз в жизни наверняка держала в руках крючок, Да. вязальный крючочек. Делаем цепочку. Мгм. Тут тоже можно вот 4 штучки взять, Мгм. Как бы мы идем назад, можно да? 3, да. Вывязываем, то есть провязываем закрепляем Закрепляем. карабин, чтобы он Закрепили и начинаем уже вязать цепь. саму цепь, да? Да, Ага. вот я уже начала, да. Ага. Вот. Тут тоже нету правил. Вот можно Можно 3 два штуки, камешка, можно да. Можно 3 захватить бисеринки, 3. да. Когда крупная, А когда можно крупный, одну. да, когда крупный, наверное, все-таки одну нужно, да? Да. А, И вот вот она как. какая-то, вот видите, она То есть воздушная вы, да, получается. здорово. То есть важно не только собрать, но еще и провязать эту цепочку, как бы, и всю вот до конца назад мы провязываем, да? Да. Ну, до того размера, до нужного размера, Да. да, Ну, а там мы в сказали, что сантиметрах. нужный размер это у нас где-то примерно 70 70. сантиметров. Да, Ну, это 70, и для 75. мужчин, и для женщин, да, примерно, ну, как одинаково, да? Ну, мужчины вряд Независимо ли от... будут такое носить, но Ну, почему нет? да нет, это, мне кажется, Чисто чисто женское женская украшение. история, да? Это как украшение, я Мгм. считаю. Нет, ну мужчины Аксессуар ведь носят, мужчины как носят из украшение. золота, из какого-то грубого такого вот Ну да, серебряные, и цепи да, могут, из да, вот. серебра Да, цепочки. Ну, да. там нельзя сказать, что это цепочка, но это прям цепь буквально у мужчин, она такая брутальная, да? Да. Вот. А такие вот изящные вещи, да, конечно, это все-таки Вот для когда девушек, для несколько штук, да, вот, допустим, бисеринок, женщин. так вот подводим. Особенно это здорово, когда вот наступает лето, Да, когда вот мы сейчас сезон носим уже не обычные наступает. очки, а носим Солнцезащитные. солнцезащитные очки. Поэтому для солнцезащитных очков это всегда проблема. Где же у меня этот футляр? Вот чтобы этот футляр с собой не носить, лишние, так сказать, граммы какие-то, да, в своей сумочке, в дамской, а можно вот использовать просто вот эту цепочку, и это очень функционально и удобно. Вот этот камень, да, натуральный, мы вот закрепили, и вот так вот получается. Мгм. Дорогие друзья, ну вот смотрите, за наш мастер-класс, за одну программу мы изготовили, наша мастерица показала нам, как можно изготовить вот такую цепочку для своих очков. Сделать это оказалось достаточно просто. Необходимое для такого вот вида работы, что нужно для этого? Терпение, желание, ну и капельку фантазии. Пробуем?